Доброе утро, дорогие друзья. Тайгу отсадил. Ой, какие молодцы. Уже бежите сюда, да? Уже бежите. Пойдемте. Я вам сегодня у нас доброе утро, малышня. Так, стоп. Стоп, давайте сюда идемте. Ну, сейчас нальем. У нас сегодня по расписанию с утра кашка с молочком. Давайте так, тихо. Так. Так, подождите, не пихайтесь. Иди. Давай, мальчишка, иди сюда. Ты единственный. Так, стоять. Что ты... Какие вы длиннолапые это все. Какие мощные ребятки. Сегодня морозец, уныние на деревьях. Фурия турбинит. А вечером у нас мяско. Утром молочко, вечером мяско. Все, наелись. Медвежата. Ух, какой красивый, плотный мальчик. Он наша девочка. Алло. Come to me. Он мальчик тоже очень красивый, беленький, красавец. Посмотрите на него. Ушки встали, плотненький. Привет. Привет. Этот, конечно, акула жрет больше всех. Вы посмотрите, у него какая тут спина широкая. Здесь. Все, поели, в туалет сходили и сейчас спать. Акула, привет. Привет, дай хоть тебя потискаю, а? Ты что текаешь от меня? Текает от меня. Он какой. Акуленок. Акула. Иди сюда. Алло, иди ко мне. Не хочет. Вот еще один палевый щенок. Посмотрите на него, какой он экстерьерный, красивый. Хорошо одетый. У нас он уже забронирован. Едет к Марату, Татарстан. Вообще красавец. Все, я думал его себе оставить. Но последнее письмо Марат написал, что очень хочет именно его. Поэтому дадим возможность приобрести щенка именно этого. Но надеюсь, у нас с Маратом будут теплые дружеские отношения, что в любой момент можно будет вдруг что привести вот этого красавца для каких-нибудь дальнейших вязок. Надеемся на это. Ах, какой. Дорогие друзья, зашел к нашей Арии. Это гибрид арктической волчицы и Валенда лешего. Арктическая волчица Фурия. Вон мать ее бегает. Вон она, какая красотка. Сейчас, подождите. Здоровая. Сейчас Сакела сидит, сдруживается. Сейчас должна уже вот-вот потечь, начаться брачный сезон.
И надеемся, что все у них получится. А вот это прошлогодний помет. У нас целая история об этой арктической волчице нашей. У нее, получается, течет кровь полярного волка. И от лешего течет по гентестам западносибирская лайка. От лешего не передалось волчьей крови. Передалась волчья кровь только от фурии, арктической волчицы. Поэтому напрямую у нее течет только арктическая кровь. И у нас, вы видели, щенята. Планируется женихом делать от тайги помета и сеная. Оставляем вот акулу. И акула будет дальнейшим женихом. И у нас уже получится валенды именно с арктической кровью. Никаких других волков там примешано не будет. В генетике особо никто не разбирался, но когда посмотрели и изучили ген-тесты, пообщавшись с генетиками, увидели очень много всего интересного. Поэтому здесь у нас течет только арктическая кровь. Других волков здесь нет. Ой, красавица моя, красавица. Отсадили ее, потому что она сидела с братишом. Не дай бог, вдруг она потечет, чтобы у нас не было никаких инцидентов. Это раз. Два, она, чтобы не дичала. Братиш себя ведет, как должен себя вести, в принципе, половозрелый волк. Так он себя, в принципе, ведет. Поэтому к нему не заходим. Отсадили Арию. И надеемся, что... Кстати, ее историю я здесь прикреплю в конце видео уже потом. И посмотрите видео, как она в больничке выхаживалась, как она росла. Она у нас по габаритам, ну, я бы не сказал бы, что она гигантская, но у нее уже под 70 холки есть. Она по размерам, ну, выше, наверное, но она уже повыше будет новой тайги наша. Наша новая тайга 65-67 примерно холки. Примерно, я не могу утверждать точно, ну, примерно. Но вот это вот как бы Ария у нас она, ну, минимум, наверное, точно 65-67 тоже есть, но она побольше. Надо ее измерить, да? Да, Ария. Поэтому она такая, как бы, не маленькая. Для самки, я бы сказал бы, волчиц я таких, например, мало видел размером. Именно волчиц, обычно они меньше. Волков, да, но волчиц нет. Ну, как фурия, конечно, это вообще исключение. Ну и акела на самом деле тоже. Чё ты, снежок грызешь? Ария. Красавица. Насчет Кубиных детей объясню. У меня не было времени, были съемки, постоянно занят, то встречи, то еще что-то. В общем, Кубины дети сейчас находятся у одной девочки. Она забрала их с больницы позавчера только. На клинику, я не помню, уже очень много средств отдал. Если честно, я сбил со счета. Сначала было по 15 в сутки, потом их перевели на категорию, около 10 в сутки стоило. Потом врачи позвонили, по-моему, вот воскресенье или понедельник она их забирала. Воскресенье, по-моему. Забирала их, уже забрала и сама выкармливает. Ну, у нее, конечно, подешевле, не 10 тысяч в сутки. Чуть ли в 3 раза не дешевле. Я этой девочке плачу, поэтому спасибо ей огромное, что взялась за такую сумму и выхаживает наших рубиков. Тоже давайте им имена. Сегодня уже отправляю документы по западносибирским лайкам по именам. Остались у нас вегины. Надеюсь, мы вегинах сегодня постараемся достать, с ними хотя бы поиграться в бытовке немного, потому что они немного диковатые растут. Кубики будут ручные, западносибирские лайки, естественно, будут ручные. А вот от веги нужно поработать с ними. Видите? Вот она, волчья кровь. Ты только что ластилась ко мне, а сейчас что, защищаешь барана своего? Ай, ты. Адя, ох ты, чисто. На. Ну. Вот какая. Видите, уши как раз. Волк, ты волк, ты волк.
Но вот это характер у этой девочки, она бесстрашная, она никого не боится. Она подходит, хвост подняла и все. К любому зверю. К мамке своей, никого не боится вообще. Очень смело, очень смело. Ах ты кусака, кусануть меня хочешь? Кусануть меня хочешь? Что рычишь? Адя. Адя. Не тебя теперь бояться, да? Красотка. Красотка. Вот у нее прям волчица она на вид. Просто волк. Настоящий волк. Но на самом деле гибрид волка арктического и Валенда. Красота получилась. У нее еще есть брат Рагнар, выживший, который остался. Это на канале уже Алексея. Вот они у нас веги. Малыши, карандаши. Иди сюда, малыш. Все у вас невозможно потрогать еще. Иди сюда. Иди сюда. Выходи. Не хочешь подходить. Идем ко мне, иди сюда. Один там он тусуется, один здесь. Иди сюда. Вон что валяются какие-то. Иди сюда, идем, давай. Иди ко мне. Ой-ой-ой-ой-ой, куда выглядываешь? Это сторожит все мамаша. Иди сюда. Иди сюда, малыш. Иди сюда. Иди ко мне. Ну иди сюда. Да, иди сюда. Только от твоей мамаши надо прятаться. И не залезть, и не достать, и ничего не сделать. Вот что значит, когда берешь взрослого Валенда. Очень тяжело. Именно с вот этими моментами. Ты же легла, мамаша. Иди сюда. Иди ко мне. Иди ко мне. Иди сюда. Идем. Ах ты. Понятно, к молочку пошла. Пушистики. Все понятно с вами. Не дотронуться.